1 июля на территории государственного заповедника Коломенское прошел всеми любимый народный праздник Сабантуй. Традиционный и национальный праздник татар пользуется любовью москвичей, ведь это веселый праздник имеет популярность не только у татар и башкир, но и у других национальностей. Название происходит от тюркских слов «сабан» – плуг и «туй» – праздник, что в переводе означает «праздник плуга». Всегда отмечали этот праздник после посевных. После того, как все посеют, после этого уже можно было отметить, чтобы урожай был богатым. Организаторами Сабантуя выступили правительство Москвы, правительство Татарстана, правительство Башкортостана, а также Татарская национальная культурная автономия города Москвы. Огромная благодарность всем организаторам данного фестиваля. В этом году мероприятие прошло под эгидой столетия знаменитого Махмуда Гореева. В рамках фестиваля была представлена фотоэкспозиция о жизни выдающегося военачальника, военного теоретика, участника 6 войн. Московский Сабантуй – это яркое национальное событие, место встречи друзей, общения, знакомства. Также возможность послушать родную музыку, поговорить на родном языке, отведать татарские блюда. В настоящее время в Татарстане Сабантуй приобрел статус государственного праздника, который также отмечают во многих регионах страны и в 158 городах мира, где проживают татары. В Москве Сабантуй стали проводить с 30-х годов 20 века. С 2002 года праздник официально включен в список шедевров устного и материального наследия человечества ЮНЕСКО. Любимое торжество татарского народа Сабантуй – праздник древний и новый, праздник труда, в котором сливаются воедино обычаи народа, его песни и пляски. Еще в период существования Казанского ханства Сабантуй получил статус самого массового национального праздника. Всего в этом году Сабантуй посетило более 250 тысяч человек. В торжественном открытии праздника, которое началось с конной выездки, принял участие председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаммедшин. Подводя итоги проведения Сабантуя, которые в этом году состоялись во многих регионах России и зарубежных странах, он отметил, что в Москве этот праздник является особенным. От имени Раисы Республики Татарстан Рустаму Минниханову он также передал организаторам искреннюю благодарность за проведение этого праздника в сердце России. Глава Мосгордумы Алексей Шапошников прочел перед гостями праздничное поздравление от вице-премьера Российской Федерации Марата Хуснуллина. Сабантуй славится традиционными спортивными и развлекательными играми. Молодежь, да и все люди взрослого возраста с удовольствием занимаются перетягиванием каната, стрельбой из лука, поднятием тяжестей. Особенной популярностью пользуются, конечно же, это мужские состязания кюреш – борьба на поясах. Это является гвоздем программы Сабантуя. В этом году также были скачки конные. На сцене вручили им ценные призы и подарки. В этом году мы проводили уже 5-ю юбилейную московскую регату на Сабантуй. В этом году мы активно принимали участие. Также мы представляли 2 команды, мужскую и женскую. Состязались в общем количестве 7 команд. И среди этих 7 команд были и другие национальности, и сборные команды. В этом году мы, как и по традиции, передали кубок башкирам. У нас давняя традиция, то, что мы передаем кубок друг другу. Хотим выразить огромную благодарность всем участникам, которые приняли участие в нашей московской регате, а также всех тех, кто откликнулся на наш запрос, и также за 2-месячную тренировку, которую для нас, татар Москвы, уделяли. Огромная благодарность, принимайте участие на следующий год, будем рады вам. Гостей мероприятия в этом году также порадовала насыщенная концертная программа. Также традиционно для Сабантуя прошли соревнования певцов, пляски, наш московский ансамбль
Ильдан. Также привезли очень много исполнителей из Казани. Это Лия Шамсина, Артур Маузер-Сакс, Рената Тей, наша любимая московская Гузелья, которую все уже давно знают. Также были представители и московские певцы, ансамбли, которые у нас тоже радуют на всех наших национальных мероприятиях. Хазина, Тулпар, еще много разных. И также представлены были танцевальные ансамбли из Татарстана и из Башкортостана. Также в Коломенском парке построили аутентичные башкирской и татарской деревни. Все максимально окунулись вот в эту деревенскую жизнь, и городские жители непосредственно понимали, что такое жить за городом, и даже были сеновалами сделаны отдельные какие-то экспозиции, где можно было непосредственно возле них встать, сфотографироваться. Очень много было красивых фотозон, видео. Также выступления были представлены и отдельно городки Башкортостана, отдельно города Татарстана. В этом году Татарстан у нас, как обычно, представляет набережные Челны. Огромное спасибо всем тем, кто приехал, показал наши традиции, национальную выпечку было очень много вкусных. На сцене набережных Челнов выступали наши друзья, это Артур Маузер, также Лия Шамсина и другие ансамбли, которые тоже приезжали к нам в гости и были в штабе татар. Сабантуй дорог и ценен для нас как народный праздник, в котором все общаются, знакомятся между собой. Это место, где, как и раньше, в деревнях приходили, и место сбора. В огромном мегаполисе это большая возможность познакомиться, также увидеться со своими родственниками, знакомыми людьми, где ты не можешь увидеться, там, я не знаю, годами. А вот единственный раз в год это место, где собираются большое количество татар, и все они собираются на Сабантуе. Сабантуй, как истинно массовый праздник, дает каждому человеку, какой бы он национальности не был, и вероисповедания, возраста, возможность повеселиться. Сабантуй проходит от Белого моря до Черного. Сабантуй в этом году проходил и в Дубае, и в Сочи, и в Краснодаре. Также мы принимали участие в Астрахани, в Баку. Сабантуй, он очень огромный по охвату, и максимально огромное спасибо правительству Татарстана за то, что Сабантуй проходит везде, где только есть татары. Не случайно все участники праздника, поздравляя друг друга, отметили, что пока жив Сабантуй, будет жить и великая, многонациональная, многоязычная Россия, жить в мире и согласии.